Мураду Кадзову? Нам через единую диспетчерскую службу значит, была доведена информация. По оперативным каналам. Да, договор города, глава города значит, довел до меня. И мы, значит, соответственно, собрали экстренное заседание оперативного штаба по этому чрезвычайному происшествию, на котором была поставлена задача силовым структурам, входящих в штаб, значит, привести готовые все силы, средства к выполнению задач по предназначению. Была проведена проверка постов, находящихся на территории города. Вот. Проверено несение службы, значит, членами антитеррористической комиссии города. И далее, значит, усилены были все направления обеспечения жизнедеятельности города. В этом направлении, естественно, усиление на постах ВПС, находящихся на территории города Волговек. Вот. Вчерашнее происшествие – это, можно сказать, очередное, значит, совершенное преступление против человечности, если называть вещи своими именами. То есть сама человечная сущность любого человека, она направлена на созидание, на развитие, на творение чего-то хорошего, добра. Вот, чтобы, как говорится, действиями человека могли радоваться окружающие, могли говорить ему спасибо. А вчерашнее это просто сделано, значит, такое преступление, когда люди несут свою службу, вот, выполняют свой долг не по защите себя, а по защите населения города, республики, России. Вот. И в это время, значит, получаются вот такие моменты, которые, конечно, для нашего общества неприемлемы. Вот. Естественно, еще исходя из того, что мы все знаем, благодаря нашему руководителю республики, большие, значит, изменения внесены в этом направлении, что мы в последнее время и забыли, что было прошедшие годы, когда... Последние 2-3 года прошли весьма спокойно, и хотелось бы верить, что закончилось. Откуда опять? Под руководством главы нашей республики проведена была огромная работа, нелегкая работа, скрупулезная, кропотливая работа, беспощадная работа. Но мы этого достигли, этих результатов. Конечно, вот вчерашний инцидент в этом плане особенно, значит, для общественности это уже опять резонанс, когда, значит, все-таки молодые люди, самое главное, молодые люди в расцвете сил. Сейчас, на сегодняшний день, все возможности есть для молодого человека, для его развития. Прекрасные спортивные объекты, которые из года в год строятся. Объекты культурно-нравственного воспитания. Значит, в любом случае, любой человек сейчас имеет право самовыразиться, свои таланты, свои какие-то способности, значит, везде, значит, показать. И на основании этого своим поведением, своими действиями радовать своих, в первую очередь, родителей, своих родных, окружающих, чтобы могли мы гордиться этими ребятами. Ну, у нас и есть ребята такие, которые своими достижениями и, значит, олицетворяют нашу республику Ингушетия, которой мы можем гордиться. Но, тем не менее, в любом случае, у каждого человека по-своему складывается судьба. Но лишать жизни человека это никому не дано. Из каких бы идей он не исходил. У каждого человека должно быть, мы говорим, под влияние. У каждого человека, который уже, ну, я думаю, достиг хотя бы даже 16-летнего возраста, 17-летнего, должно быть собственное «я». Это «я», оно с ним проходит через всю его жизнь. Но я считаю так, что у нас в Ингушетии какие традиции славные, какие, значит, у нас есть на кого равняться в нашей республике. Поэтому я считаю, настоящий мужчина не должен никогда поддаваться ни под какие воздействия, а иметь свое собственное «я», и это «я» должно быть направлено на созидание, на только самое хорошее.